Вот смотрите, замок висит, там внутри лежит наша Абыстай. Когда-то в этом доме собирались женщины из села Татарское Ходяшево послушать суры из Корана из уст уважаемой Абыстай. Но уже 3-й год их наставница лежит без движения. Женщину парализовала после инсульта. Раньше вставала. Раньше не вставала, когда бы приходили тоже. Ухаживает за 82-летней Фатымой Галяутдиновой единственный сын. Но уходом, считают односельчане, назвать это трудно. Прямо шагни. Ваня, пожалуйста, ешь, что хочешь. Что мы видим? На столе куски хлеба, сахар, начатый пирог и немытая посуда. В кровати укутанная в одеяло бабушка, которая не встает и уже не разговаривает. Рядом сын, который уверяет, что ухаживает как может. Вот она парализована, ну какой уход, ну скажите. Вот парализованный человек. Вот ты давай, ну сделай что-нибудь, сделай, давай. На, Валера, на, давай. Сажай. Я посмотрю, как ты посадишь. Посади. К слову, дома довольно прохладно. Газа здесь нет, отопление печное, поэтому батареи холодные. Раньше на зиму женщину отвозили в Казань, но как ее повезут сейчас, лежачую и парализованную, вопрос действительно серьезный. Как сообщили в районной администрации, ситуация осложняет и то, что женщина прописана в Казани. Женщина не имеет районную прописку, поэтому как бы не под нашим патронажем, но было предложено сыну вариант помещения матери в приют для престарелых. Был получен отказ. Пока вся надежда на неравнодушных сельчан. Благо помогать готов каждый из них из уважения к семье. Ее супруг Мулла, она Абыстай деревни. Никогда никому не отказывали в помощи. Она не ходила, бегала со всеми. Она такая, всем хотела помочь, всем хотела что-то сделать. Себя оставить одну или не оставить, ну людям отдают все. Она такая была. Она даже вот крышу крыла сама. Когда наставницу парализовала, ее забрала к себе одна из учениц. И после должного ухода женщина встала на ноги, вернулась в родной дом, но состояние постепенно стало ухудшаться. Еще этим летом она была в сознании, рассказывают сельчане. Это было где-то месяца 2 назад. В каком состоянии она была? Но она разговаривала, все равно узнала. Не то, что сейчас. Сейчас нет, уже все. Если я 6 месяцев скажу, ничего не дают, что я сделаю? Как заявляет сын, он обращался в местный отдел соцзащиты, там пообещали пеленки и подгузники. Односельчане считают, этого мало. Мы пришли с ним к согласию в плане того, представители женской половины нашей деревни будут посещать на дому его, будут контролировать то, что мама не остается без присмотра. Очевидно, что Фатыме Галяутдиновой нужен и уход, и квалифицированное медицинское лечение. И этот вопрос надо решать как можно скорее. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Пестричинский район.